Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жапта порули же пагала моя уташла тындандане Эльвира Америка гычен. Первый раз, когда случилось страховое событие, я была новичком водителем. Я когда выезжала из парковки на работе, в общем-то, я смотрела туда-назад, а что там у меня впереди, я не смотрела. На своей машине, на темно-зеленой, на Форде, на Ford Taurus, я своим передом поцарапала, значит, заднюю часть пикап грузовичка, такого небольшого. Времени у меня не было, и я даже не знала, чью машину я поцарапала, но я уже была научена, что я должна делать, поэтому я нашла бумагу и написала sorry, и оставила, значит, свое имя с фамилией и номер телефона, причем номер рабочего телефона, потому что это случилось на работе, на парковке. А дня через 2 меня, конечно, нашли по этому телефону, по имени. Девушка пришла ко мне, была очень вежлива со мной, и она говорит: это ты мне поцарапала мою машину? Я говорю: да, это я. Я говорю: хорошо, что ты меня нашла. Она говорит: но ты же оставила мне записку. Вот, говорит: спасибо тебе, что ты не сбежала. Я говорю: здрасте. Вот. В общем, мы с ней договорились. Сначала как бы сумма была, ну, там, $200. Мы не хотели вмешивать страховую компанию, потому что как бы я ожидала, что если заявить в страховую компанию, то моя страховая выплата, в общем-то, вырастет. Но сначала было $200, потом через день стало $400, а еще через день там $600. Я поняла, что хочу я того или не хочу, но мне придется связаться со своей страховой компанией и рассказать всю правду, что случилось. После этого случая, да, я стала платить больше месячную оплату страховой компании. Причем прилично. Почему прилично? Потому что это была моя первая машина, и до этого у меня плюс еще не было никакого опыта водительского. И, естественно, вот с такими событиями, то, что им пришлось вот эту ее белую машину как бы перекрашивать, вот, я уж не знаю, сколько там они заплатили, но так или иначе, в общем, 1 год я достаточно вот платила приличную сумму. Я даже шутила, я говорю: ну надо же, моя машина была не настолько дорогая, а вот сама страховая сумма, она, в общем, которую я выплачивала каждый месяц, не пришлась мне по душе. Вот это был один случай. Второй случай. У нас был отпуск, и меня не было во Флориде. Я уезжала в другой штат. И когда я приехала, и на парковке возле своего дома я нахожу, в общем, свою машину. Сзади, в общем, стукнули меня очень прилично. И я такая: блин, кто мне это сделал? Ну, потому что это случилось в апартмент-комплекс. Я сразу же обратилась в администрацию этого комплекса, и они мне говорят: слушай, ну, это, говорит, в общем-то, наш, говорит, maintenance guy, то есть человек, который там занимается, он, в общем, на своей машине рабочей как бы парковался назад и, в общем, стукнул мою машину. Они мне, в общем, сказали, чтобы я, опять же,
Как всегда, в таких случаях вот они стараются, чтобы не звонили вот страховым компаниям, потому что, ну, в страховых компаниях всегда работают юристы, причем такие юристы, ого-го. Естественно, мне, конечно, не хотелось портить отношения, я сказала, хорошо, хорошо, нет проблем, да, они мне, администрация этого комплекса, сказали, что, в общем, они утрясут эту проблему. Прошло 3 дня, ничего не случилось, 4 дня. Я тут понимаю, что, в общем-то, ситуация может повернуться не в мою пользу. И пообщавшись я тут с некоторыми друзьями, они мне говорят, что знаешь, что тебе все-таки нужно позвонить вот в свою страховую компанию и рассказать, что случилось. И я им рассказала, что я была в отпуске, уезжала в другой штат, тогда приехала, вот нашла свою автомашину в таком состоянии. Я разговаривала с администрацией этого комплекса, они мне обещали утрясти 3 дня, я как бы подождала, уже вот 5-й день сегодня, вообще ничего не решается, теперь вот я вам это все говорю. И, в общем, я им всю информацию передала. Значит, какая автомашина меня стукнула, то есть во время стоянки в машине никого не было на момент, скажем, маленькой такой аварии. И в итоге был у меня выходной день, и я помню, начальник этого вот комплекса, он мне звонит, очень обозленный в субботу, и прям вот кричит: Эльвира, ты почему нажаловалась своей страховой компании? Я говорю: слушай, я вас ждала, вы вообще ничего не сделали, а теперь, говорю, знаешь, не звони мне больше, разговаривай с моей страховой компанией, с юристами моей страховой компании. Все, спасибо. Я говорю, наши отношения только я ваш тенант, то есть я арендую у вас квартиру, и я должна соблюдать порядок в этой квартире и платить вам вовремя. А то, что случилось с машиной моей, то, что ваша компания стукнула мою машину на парковке, это уже другой совершенно бизнес. И я говорю, давай вот это вот разделим одно от другого. Так и, в общем-то, пришлось сделать. Я скажу, что и все. На этом, в общем-то, вся моя нервотрепка, скажем, которой, в общем-то, и не было, закончилась. Я машину свою увезла в гараж, и там они ремонтировали. Страховая компания администрации этого апартмента, комплекса, они заплатили вот моей страховой компании, и то есть там, значит, они полностью мне поменяли бампер, покрасили в нужный цвет, и также, потому что в мою страховку входила, значит, арендовка автомобилей на время, значит, когда машина моя будет во время ремонта в гараже. То есть я арендовала машину целый месяц, и вот за это вот они тоже платили. Ну, конечно, машина была, конечно, не супер какая-нибудь, но так или иначе, эта арендованная машина меня возила от пункта А до пункта Б. И таким образом вот счет, который они оплатили вот за все, где-то около $3000. Потом я как бы слышала слухи
слухи доходили, что они вот это вот 3000, из этих некоторую сумму, из этих вот денег они, в общем-то, взяли, может быть, не все, а некоторую часть они взяли вот с того работника, который вот стукнул мою машину. Я хочу сказать, что если с вами случится что-то подобное, мой бы совет бы все-таки был бы, знаете, не идите на какие-то, давай договоримся, давай как бы вдвоем уладим, без посредников, без полиции, без страховой компании. Вы знаете, если вы не позвоните полиции и не будет репорта акцидента, accident report, то есть спустя некоторое время этот человек может вернуться и сказать, что вы виноваты. Так уже случалось, и, естественно, это вам будет впоследствии больше головной боли. Вот. Доказать, что вы ни при чем, вам будет намного тяжелее. Поэтому дружба дружбой. Я помню один раз, у меня муж чуть не стукнул меня у себя тут возле дома. Я говорю, чего? Он говорит, чего? Моя, говорит, компания заплатит, говорит, твоей компании. Я говорю, ха-ха, у нас, говорю, одна и та же компания. Ну, в общем, я что хочу сказать. Дружба дружбой, а любовь любовью. Но вот в таких делах все-таки нужно делать, как все положено, чтобы потом не было проблем. Надеюсь, вам эта информация каким-то образом поможет кому-то. Надеюсь, также вам было интересно это услышать. Берегите себя и своих. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. И будьте счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Пагалами Йолташлак и Шанен Кодам Тиндалан Онгайле машинам страховадлим энерген коллаж. Кода зашкиндан комментаридан, шандаза лайкам, кюеша возалтан огол, возалца моим каналышке. Яратыза, пагал зашкиндам Тиндан Денелиен Эльвира Америка Гачан.